очень рада войти в приветливый ваш класс. И для меня уже награда внимание ваших умных глаз. Я знаю, каждый в классе гений, но без труда талант не впрок. Скрестите шпаги ваших мнений, давайте вместе проведем урок. Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на сегодняшнем уроке. Садитесь. Перед вами на столах лежат графические изображения человеческих эмоций или смайликов. Скажите, пожалуйста, мы любим с вами в СМС-сообщениях писать друг другу смайлики? Да. А для чего мы это делаем? Чтобы передать наши эмоции, так или нет? Да. Скажите мне, пожалуйста, с какими эмоциями вы сегодня пришли на урок? Отличные, зеленые, желтое с хорошим, а красное может быть в испуганный или у вас плохое настроение. Поднимите, пожалуйста, вверх смайлик, с которым вы пришли сегодня на урок. Вверх, выше, чтобы я видела. Отлично. Я вижу, что большинство из вас пришли с отличным настроением. И мне хочется, чтобы это настроение у вас продержалось целый наш урок. Сегодня на уроке мы совершим с вами путешествие в страну выученных уроков. Как вы думаете, где находится эта страна? Страна выученных уроков. И что это за страна? Пожалуйста. Что это за страна? Слушаем? Это школа. Это школа, конечно же. А еще где-то страна выученных уроков? В голове, конечно. Этой страны нет на карте. Эта страна в нашей голове и в нашем сердце. Мы с вами каждый день чему-то учимся, получаем какие-то знания. И все это мы с вами складываем в наших файлах памяти. А сегодня мы должны будем отправиться на один из этих островов наших знаний, который называется остров Лексика. Но отправимся мы туда с вами не просто так, а на корабле под названием Лексикон. Скажите, пожалуйста, слова лексика и лексикон знакомые для вас слова? Да. Что такое лексика? Так, слушаю вас, пожалуйста. Лексика – это словарный запас языка. А что такое лексикон? Садись. Знаешь, что такое лексикон? Я вам подскажу. Лексикон – это запас слов, который каждый владеет из нас. У каждого из нас свой лексикон. Итак, мы отправимся на корабле в далекое путешествие. Вы знаете, что любой корабль имеет свой судовой журнал. И в этом судовом журнале мы каждый день, моряки, должны отмечать все то, что происходит на судне. А мы сегодня с вами кто? Моряки. Значит, мы должны будем заполнять свой судовой журнал. Каждый раз заполнять свой судовой журнал. Давайте сейчас приступим к этому. У всех есть судовой журнал? Да. Отлично. Итак, давайте подпишем. Судовой журнал ученика. Укажите свой класс. 6-го какого класса? 6-го В класса. Укажите свою фамилию и имя. Следующая строчка для фамилии и имени. Да, конечно, судовой журнал чей? Это в родительном? В родительном падеже, правильно. Вот следующая строчка, пишем фамилия и имя. А следующие видим 3 строки. Да. Как вы думаете, для чего они нам? Конечно же, судовой журнал ведется ежедневно. Записываем число. 26 сентября. Классная работа. И тема сегодняшнего урока – путешествие на остров Лексика. Путешествие на остров Лексика. Итак, вы готовы отправиться в путешествие? Все подписали судовой журнал? Ребята, работаем быстрее, стараемся, у нас времени с вами совсем мало, чтобы совершить путешествие. Пиши число 26 сентября. Следующая строка – классная работа. И тема сегодняшнего урока – путешествие на остров Лексика. У всех получается? Отлично. Молодцы, кто-то справился уже. Все остальные заканчивают свою работу. Скажите, пожалуйста, ребята, когда мы с вами отправляемся в путешествие, мы ставим перед собой какую-то цель?
Конечно, обязательно. Путешествовать без цели это неинтересно. Необходимо запланировать наш маршрут. А путешествие по острову Лексики тоже должно быть обязательно подчинено определенной цели. Итак, сейчас мы с вами должны поставить цель перед собой. Что же мы хотим узнать во время нашего путешествия? Чего нового мы хотим постичь? Обратите внимание на ваш судовой журнал. У вас у всех написано цели. Что я хочу узнать? Сейчас, в течение 30 секунд, пожалуйста, поставьте галочку в правой колонке. Определите, что вы хотите сделать сегодня на уроке. Может быть, кто-то из вас хочет вспомнить понятия в области лексикологии и фразеологии. Может, кто-то хочется научить опознавать лексические единицы, уметь воспользоваться языковыми единицами устной речи. Пожалуйста, вот здесь в правой колонке галочку поставьте, что вы хотите сегодня на уроке. Сами для себя определите. А может быть, кто-то хочет получить хорошую отметку. Так, у вас осталось ровно 15 секунд, определите. А может быть, кто-то все хочет изведать на сегодняшнем уроке. Так. У вас осталось 5 секунд. Работа закончена? Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, кто хочет вспомнить основные понятия в области лексикологии и фразеологии? Руку поднимите. Отлично. А кто хочет уметь опознавать лексические единицы? Молодцы. Какие вы целеустремленные. Уметь использовать языковые единицы в речи? Тоже молодцы. Посмотрите. Проявить сообразительность и эрудицию? Прекрасно. Сравнить свои знания со знаниями товарищей? Ох, как сложно это сделать. Молодец. Получить хорошую оценку? Весь класс. Отлично. Получить истинное удовольствие от своих маленьких побед? Отлично. Ребята, у нас с вами сегодня необычный урок. И в течение всего урока вместо простых отметок вы будете получать знаки особого отличия. Это морские звезды. Сейчас у вас у каждого посередине на карте лежат 2 звезды. Вы пока их не трогайте. Они нам пригодятся. Ну что, отправляемся в путешествие? Отправляемся. Ребята, любое путешествие необходимо нам для чего-то. И мы сейчас с вами путешествуем, чтобы обогатить наш словарный запас. А как говорил великий русский писатель Иван Сергеевич Тургенев, такой великий русский язык мог быть дать только великому народу. И действительно, русский язык в умелых устах – это наш меч, наш свет, наша любовь, наша гордость. И сегодня в течение урока мы будем с вами выполнять наш с вами лексикон, развивать нашу с вами устную и письменную речь. Итак, вперед! Но сначала, чтобы попасть на корабль, мы должны с вами очутиться на причале. Все знают, что такое причал? Причал – это то место, откуда отходят корабли. Чтобы подняться на корабль, нам нужно пройти первое испытание. И это первое испытание – терминологический диктант. Я буду вам задавать вопрос. Если вы согласны с моим мнением, вы поднимаете зеленый смайлик. Если вы не согласны с моим мнением, вы поднимаете красный смайлик. Давайте перепетируем. Вы ученики 5 класса? Отлично. Вы ученики 6 класса? Молодцы. Итак, вперед. Игра «Да, нет» поможет нам попасть на корабль. Первый вопрос. Словарный состав языка – это лексика. Хорошо, все справились. Раздел языкознания, изучающий слово как единицу словарного состава, это лексикология? Да, думаем быстрее. Молодцы. Следующий вопрос. То, что обозначает слово, это его лексическое значение? Молодцы. Слова, у которых есть только одно лексическое значение, это однозначные слова? Прекрасно, да вы все знаете. Слова с несколькими лексическими значениями – это многозначные слова? Замечательно. Слова разные по значению, но одинаковые по произношению и написанию – это синонимы. Молодцы, есть ребята, которые сообразили, есть, которые допустили ошибку. Слова противоположные по значению – это антонимы. Думаем быстрее, молодцы. Слова, близкие друг к другу по значению – это амонимы.
Слова близкие по значению – это омонимы? Нет. Это синонимы, конечно же. Слова, которые… Словарный состав языка – это его… Словарный состав человека – это его лексикон. Согласны с вами? Да. А теперь мы с вами сделаем самооценку. Если вы ни разу не допустили ошибку, вы можете звезду забрать себе. Если вы хотя бы один раз допустили, вы звезду себе не берете. Итак, пожалуйста, оцените свое действие. Если вы ни разу не допустили ошибку, звезду берете себе, которая у вас лежит посередине. Если хотя бы раз, то звезда остается на карте. Есть те, кто ни разу не допустил? Есть? Молодец. Итак, у нас есть уже первый человек. Итак, мы с вами на корабле. Мы плывем с вами в путешествие. И что же мы видим перед собой? Мы видим с собой пролив многозначности. Чтобы его пройти, нужно отгадать загадки. Вы любите отгадывать загадки? Да. Пожалуйста. Итак, поясок живучий, голосок шипучий, по траве является. Кем же он является? Змея. Еще раз. Поясок живучий, голосок шипучий, по траве является. Кем же он является? Кто это? Змея. Змея. Хорошо. Следующая загадка. Что за чудище такое трехголовое, большое над землей, оно летит, жарким пламенем пыхтит? Дракон. Кто сказал дракон? Молодец. Так, держи, пожалуйста, свою звезду. Еще. Так, пожалуйста. Ты тоже сказал дракон? Отлично. Еще одна загадка. Внимательно думаем и слушаем. Эта птица не умчится, эта птица возвратится. Пусть кружит под облаками, хвостик я держу руками. Что это? Воздушный змей, да? Воздушный змей. Молодец. Еще кто сказал воздушный змей? Так, хорошо. Действительно, ребята, это воздушный змей. Посмотрите, пожалуйста. У нас с вами все три слова имеют одну звуковую оболочку. Змей. Но сколько лексических значений мы с вами узнали? Три. Давайте обратимся к страницам торгового словаря и узнаем, что же такое змей и змея. Кто видит и может прочитать? Ты видишь, хорошо? Алексей, читай. Присмыкающийся с длинными, избавившийся лицевая часть ядовитыми, железами в пасти. Так, второе лексическое значение читаем, Алексей. Сказочное чудовище с туловищем змеи. Так, третье лексическое значение. Удерживаемые на длинной нитке лишней магии или кусок ткани с оклеенными на нем тонкими деревянными палками. Хорошо, скажите, пожалуйста, как называются такие слова, у которых не одно значение, а несколько? Многозначные слова. А однозначные слова имеют сколько значений? Одно. Молодцы. Итак, ребята, открываем наш трудовой журнал и выполняем следующее упражнение. Сейчас вам предстоит распределить по колонкам слова однозначные и многозначные. Видно всем арбуз, кисть, осень. Есть два человека, кто хочет пойти к доске. Первый вариант и второй. Пожалуйста, Адис, идем. Ты будешь первый вариант, идет Алена второй вариант. Вам необходимо первому и второму варианту распределить и записать только все слова, которые вам нужны. Итак, что... Кто уже справился с заданием? Сложности вызывает? Нет. Нет? Закончили работу? Арбуз, кисть, осень, мышь, тетрадь, золотой пальто, лисички, компьютер, труба. Итак, закончили работу? Молодцы, ребята. Проверяем? Пожалуйста.
Участники на доске выполнили свою работу, садимся на место. Мы сейчас проверим, правильно ли вы выполнили. Все остальные поменялись, пожалуйста, тетрадями, судовыми журналами. Дайте своему однокласснику проверить вашу работу. А я предлагаю вам работу проверить согласно моему образцу. Итак, проверяем однозначные слова. Арбуз, осень, тетрадь, пальто, километр. Согласны все? Правильно выполнил? Адис, ты правильно все сделал? Молодец, получаешь звезду. Дальше у нас Алинур. Кисть, мышь, золотой, лисички, труба. У всех так? Да. Да, пожалуйста, отметьте. Если ваш одноклассник правильно все вывел, поставьте плюс рядом с его работой. А теперь все выполнили правильно. Поднимите, кто выполнил правильно работу. У вас есть на парте звезда. Заберите ее себе. Отлично. Продолжаем работу, ребята. Продолжаем работу. Вы устали? Нет. Я думаю, устали, потому что как-то неактивно отвечаете на мои вопросы. Я предлагаю вам сделать физкульт-минутку. Вы знаете, что кроме прямого значения у слов есть еще и какое? Переносное. Конечно, переносное. Сядьте так, чтобы вам было удобно вставать. Посмотрите, пожалуйста. Я сейчас буду называть слова. Если это слово с прямым значением, вы будете сидеть. Если это слово с переносным значением, вы должны будете встать. Итак, пожалуйста, мягкая подушка. Что будем делать? Сидеть или вставать? Прямое значение сидим. Переносное значение встаем. Итак, мы сидим или встаем? Сидим. Правильно. Итак, подушка – это прямое значение. А мягкий характер – это отлично. Итак, приступаем к нашей работе. Золотое сердце. Переносное. Молодцы. Золотое. Не садимся, стоим, да? Золотое кольцо. Прямое. Золотая голова. Отлично. Красное платье. Медвежья услуга. Сердитый отец. Сердитая зима. Ну что, отдохнули? Встрепенулись? Продолжим работу? Продолжим работу. Итак, мы с вами подплываем к бухте острова Лексика. А кто из вас знает, что такое бухта? Так, слушаем бухта. Так, смотрите, какое сложное слово. Оказывается, это слово к нам пришло из немецкого языка. И оно обозначает небольшая часть моря, залива, озера или водохранилища, обособленная от открытой части суши. Вот она бухта. Она закрыта выступами берегов, скал и защищенная ими от волн и ветра. Знаете теперь, что такое бухта? Из какого языка пришло к нам это слово? Из немецкого. Кто встречает нас на бухте? Львенок и черепаха. Они целый день что-то делают. Что же делают? Я солнышко гляжу, все лежу и лежу, и на солнышко гляжу. Какая хорошая песенка, я подойду поближе. И он подошел поближе, а черепаха мурлыкала себе под нос, не замечая львенка, потому что глаза у нее были закрыты от удовольствия. Жук идет, крокодил плывет, только я все лежу и на солнышко гляжу. Отлично, ребята. Вы услышали глаголы здесь? Что делали черепаха? Еще что делали? Плывет, поет, загорает. Все эти глаголы употреблены в прямом значении или в переносном? В прямом значении. Итак, кроме прямого значения, у слов еще бывают и переносные значения. Отлично. Ну, продолжим наш путь. Наш львенок и черепаха – это наши гиды по острову. И они зовут нас с вами в дом дружных соседей. Кто же живет в этом интересном доме? Дружные соседи. В квартире номер 1 мы с приятелем вдвоем дружно, весело живем. Я иду, а он шагает, я смеюсь, хохочет он. Если грустно мне бывает, он печалится со мной. О каких приятелях мы с вами ведем речь?
Грустно? Синонимы. Молодцы. Итак, что такое синонимы? Слушай. Синонимы – это слова одной и той же части речи, которые обозначают одно и то же, но пишутся по-разному. Молодец, ты прям у нас как говоришь как учебник. Отлично, у тебя хорошие знания в области терминологии. Ребята, синонимы обогащают словарный состав языка, делают нашу речь красивой. Посмотрите, пожалуйста, стихотворение. Подумайте только, как много значений слова «дорога». Дорогой зовут автостраду и тропку, бегущую рядом, и шлях, что лежит на равнине, и путь каравана в пустыне, и шаг альпиниста по круче к вершине, упрятанной в тучах, и след корабля над волнами. И все это дорога. Открываем, пожалуйста, судовой журнал. Задание номер 2. Линейка и карандаши. Подчеркните, пожалуйста, слова-синонимы в этом стихотворении. Все внимательно. Линейка, карандаш, подчеркиваем. Линейка, карандашами ручкой подчеркиваем, только очень быстро. Так, кто нашел первый синоним? Автострада, молодец, подчеркиваем. Кто нашел второй синоним? Руку поднимаем, пожалуйста. Трубку, хорошо. Еще кто нашел? Шлях. Посмотрите, какое интересное слово. У вас внизу дана ссылка. Что такое шлях? На Украине и в южных областях России наезженная дорога транспорт. Отлично. Еще кто нашел? Караван, молодец. Еще кто нашел? Путь. Молодец. Еще нашли ли вы синоним? Шаг. Это тоже синоним слова дорога. Еще? След. Молодец. Еще есть? Есть синонимы? Все, молодцы. Давайте сверим, все ли мы с вами верно сделали. Осуществим взаимопроверку. Итак, все верно? Все верно? Да. У всех все верно? Да. Есть у на партии еще звезды лишние? Нет. Так, нет. У кого нет? А у кого остались, заберите себе, если у вас все верно сделано. Кому не хватает звезды, но верно сделано. Так, отлично. Все верно сделано. Все верно сделано. Ты тоже верно сделала? Хорошо, молодцы. Вы верно сделали, и ты верно сделала. Дальше продолжаем путешествие. Мы побывали в квартире номер 1, а теперь мы отправляемся в квартиру номер 2. Жильцы квартиры номер 2 застасили мы к вам. Они стояли у дороги, уже готовые в дорогу. Угадайте, кто они? Один высокий, другой низкий, один грустный, другой веселый. Так, кто вообще ни разу не отвечал и хочет звезду? Пожалуйста. А? Антоний. Это Антоний, конечно же. Ребята, у нас с вами такое задание интересное, следующее. Друзья отправились в дорогу, им нужна ваша помощь. Им пришло письмо дедушки. Но письмо пришло все измазанное кляксами. Начало есть, а конца нет. Дорогие внучата, я не люблю любить людей трусливых, жадных, ленивых, слабых, глупых, лживых, невежественных, безвольных. Я хочу, чтобы вы выросли людьми не трусливыми, а смелыми, не жадными, а, Антоним, подберите. Щедрыми. Давайте по одному, хорошо? Щедрыми. Не ленивыми, а? Баяна, молодец, трудолюбивыми. Дальше. Не слабыми, а? Сильными. Давайте, молодцы, прям все. Дальше. Не невежественные, а? Вежливые. Что такое невежество? Культурный. Умный, да? Невежественный человек, это не образованный, а образованными. Дальше. Не безвольными, а? Приставку без уберите, приставку без уберите. Волевыми. Итак, что же такое антонимы? Пожалуйста. Слушаю тебя. Это слова с одной же частью речи, но совершенно разные по лексическому значению. Молодец, ты тоже знаешь, у нас буквально энциклопедические тебя знания. Ну что, продолжим наше с вами путешествие? Продолжим. Черепаха нас почему-то зовет на берег. Все зовет и зовет. Зовет и зовет. Что же я там вижу? Вдалеке. Боже, ребята, нам с вами пришла послание из бутылки. Кто обычно отправляет послание из бутылки? Не обязательно пираты. Люди, терпящие кораблекрушение. Давайте с вами посмотрим, что же там у нас в бутылке. Какое послание? А вдруг там джин, действительно, и он исполнит все наши желания. Итак, открываем наш с вами судовой журнал «Работа с текстом». Исправьте допущенные ошибки. Оказывается,
ошибки. Читайте внимательно. В словах допущены ошибки. Нужно ошибки зачеркивать. Можно прям красной пастой, если у вас есть, синей пастой. И писать верный ответ. Так. Сейчас мы проверим, кто у вас какой орфографии. Есть вопрос? Помощь кому-нибудь нужна? Так, я смотрю, у нас есть специалист по орфографии. Уже справилась с заданием? Можно я твою работу проверить? Давай. Заканчиваем работу. К сожалению, мы ограничены во времени. Так, и ты не поняла. Я тебе чуть-чуть подскажу. Внимательно вот на это слово посмотри. И вот на это слово подскажу. Внимательно, конечно, до конца себе. Так, ребята, давайте мы с вами остановимся, а сейчас дальше будем уже вместе с подсказками работать. Итак, осуществляем самопроверку. Бирюзовое безбрежное море. Где допущена ошибка? В какой морфеме? Приставка, конечно. Как пишется приставка без? Буква Z, потому что дальше идет звонкая согласная. Нежится. Что же допустили мы описание? Отвечает на вопрос. Что делает? Потому что отвечает на вопрос, что делает. Следующее слово. Солнце. Какая была допущена ошибка? Пропущена, непроизносимая, согласная. Дальше. Лениво. Проверочное слово, слово лень. Дальше. Добегают. Давайте вот там РКИ. Проверочное слово. Отлично. Следующее слово. Смотрим. Дышит. Это интересный вопрос. Так, думай. Слово исключение. Молодец, глагол, освещение. Так, потемнело. Где допущена ошибка? В какой морфеме? Морфем. Приставки «а» не бывает. Да ты у нас специалист. Молодец. Дальше. Мрачная. Какая орфограмма? Маленька, молодец. Как пишем чикачен? Пишем без мягкого знака. Отлично. Скажите мне, пожалуйста, а как ты должна написать слово резкий? С буквой. Проверочное слово резок. А слова возвещают и тысячами. Ажа? Ча. Хорошо, отлично. А слово сольются почему? Думаем, нет. Сольются? Нет. Льет. Еще там, что не разделительный, не твердый знак, а разделительный мягкий знак. Хорошо. Держите, пожалуйста, Аина. Итак, ребята, все мы задания выполнили. Все выполнили задания. Я предлагаю вам проститься с черепахой и вернуться в нашу каюту, расположиться удобно и подвести итоги нашего путешествия. Вернулись на корабль «Лексикон». Пора подвести итог. Как же прошел наш урок? Перед вами лестница успеха. Выберите смайлик, который соответствует вашему настроению в конце урока. Покажите его мне, пожалуйста. Я тоже очень рада. У нас у всех с вами отличное настроение. Разместите, пожалуйста, смайлик свой зеленый. Если вы все знаете, если вам не нужна помощь учителя, на самой верхней ступени
Если вы еще затрудняетесь и вам нужна помощь учителя, разместите на второй ступени. Если вы чего-то не поняли, что-то не доучили, разместите на третьей ступени. Итак, скажите мне, пожалуйста, все ли разместили смайлик, наверное, на самой верхней ступени, или есть те, кто еще не понял? Так, пожалуйста, у тебя. Так. Ты кое-что не понимаешь. Значит, можно дома обратиться еще к учебнику. Хорошо. Есть еще кто что-то не понимает? Или всем все? Так, пожалуйста. Ты что считаешь? Мне еще нужна помощь учителя. Хорошо. Ты тоже? Да. Так, помощь учителя. Скажите, пожалуйста, а если учителя нет, вам кто поможет? Книга, учебник, словарь, энциклопедия. Так или нет? Да. Хорошо. Вы знаете, мне было так приятно сегодня с вами проводить урок. Урока время истекло. Я вам, ребята, благодарна за то, что поработали ударно. Итак, подведем итог. Посчитайте свои знаки отличия. Все звездочки посчитайте. У кого больше 3 звездочек, все получают за урок отлично. 8 – это 2 раза по отлично. Так, итак, поднимите руку, кто сегодня получил отлично за урок? Практически полкласса. Очень хорошо. У кого 2 звездочки? Я думаю, что вы вполне заслуживаете отметки. Хорошо. Мы поговорим с вашим учителем, и она поставит вам отметки в журнал. Все согласны? Да. Хорошо. Вы довольны своей работой? Да. Я довольна тоже. А как мы можем выразить свое удовольствие? Мы можем поаплодировать друг другу? Да. Спасибо.